На якутском алмазогранильном заводе будущие бриллианты в первую очередь попадают в эту лабораторию. Здесь специалисты решают дальнейшую судьбу неотесанного камня. Какие бриллианты получатся из исходного материала. Разметчик сначала по старинке с помощью лупы проверяет структуру камня. Затем в дело вступает высокоточная техника. Алмаз кладут в специальный сканер. С помощью лазера он определяет вес камня в каратах, делает его 3D-модель и тут же выдает ее на компьютер. Черное включение. То есть он не абсолютно чистый алмаз. Самый выгодный продукт — это вот этот бриллиант, который сейчас вот. И уже я намечаю будущие линии обработки на этом камне. То есть вот этот кусок можно отпилить и сделать еще один бриллиант. Точно по 3D-модели распилочный станок тоже лазером отрезает от камня лишнюю породу. Здесь будущие бриллианты обретают свои первые очертания. Правда, попадаются и слишком чувствительные. Им в этот бокс с температурой внутри в несколько сотен градусов. Вход заказан. Не все алмазы можно распиливать с помощью лазера. Некоторые из них могут потрескаться от высоких температур. Такие камни попадают на эти распилочные станки. Здесь в течение нескольких часов алмазы режут вот такими вот тончайшими медными дисками, еще на один шаг приближая их к бриллианту. Уже на другом станке некоторым камням придают округлую форму, чтобы потом сделать из них кольца и кулоны. Алмаз квадратной формы, а мы это округляем для заготовки для бриллианта. А это уже цех финальной обработки алмазов. Здесь камни окончательно превращаются в штучный товар. Специальным прибором вручную в течение нескольких часов полировщик доводит каждый бриллиант до своего натурального блеска. Надо просто отполировать и придать ему последней клине. После этого процесса бриллиантировки камни уже в виде бриллиантов отправляются на ювелирный завод. В России сырье для бриллиантов, алмазы добывают в 3 регионах – в Пермской и Архангельской областях и в Якутии. Именно здесь в середине прошлого века геологи обнаружили 2 самые крупные кимберлитовые трубки – «Мир» и «Интернационал». С тех пор Россия занимает 1-е место по запасам алмазов в мире. А эти драгоценные камни для нашей страны – самая твердая валюта. Тенденция изменения цен на алмазы по сравнению с другими сырьевыми товарами, она находится, можно сказать, даже в противофазе. Вот если там, скажем, нефть дешевеет, алмазы, в принципе, они сохраняются, либо имеют тенденцию к росту. Сегодня для того, чтобы поднять алмазную руду с почти километровой глубины на поверхность земли, не обязательно рыть огромный карьер. Добыча ведется подземным способом. Каждый день горняки добывают из недр земли сотни тонн породы, несущей в себе одно из основных богатств нашей страны. Анатолий Макаров, Артем Дюнзе, телеканал «Звезда», Якутск.